одинородного, как кожный, кто верит в Его, не сгинул, а не житье века. Житье огнем вечное, житье огнем вечное, житье огнем вечное, житье огнем вечное. Так полюбил Бог, что дал Сына одинородного, как кожный, кто верит в Его, не сгинул, а время житье века. Житье огнем вечное, житье огнем вечное, житье огнем вечное, житье огнем вечное. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Пятница – особливый день, коли мы разважаем над мукою Христа. Дякуємо за Його любов до кожного з нас, за ласку збавлення. І так само часами наше життя, так само подобне до этого крижового шляху. Кожен з нас має якісь тяжкості, кожен з нас має якісь трудності. Поэтому сегодня варто доручить Иисусу и усведомить, что мы не одни это несем, а с Иисусом Христом. Святую Мшу, ахвярую во всіх інтенціях, які були прочитані перед Святою Мшою, доручаючи Божій милосердності і просячи, щоб всім сповнилася святая Божия воля. Как годно скласти эту наисвятейшую ахвяру, перепросим Бога за всем наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я верный, думкою, словом, ушинком и занятием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, дай верным Твоим належно потрактоваться до великодных святов,
каб наша цялесна устрыманне принесла ўсім нам плён духовны, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Иезекииля. Так каже Пан Бог. Коли грешник отвернется от усіх грехов своих, які учинил, и будет заховывать все мои наказы, поступать справедливо и праведно, то и он, напевно, жить будет и не помре. Ни один з грехов ягоних, які учинив он, не буде пригаданий йому, дякуючи справедливости, яку учинив, и он будет жить. Ти ж я жадаю смерти грешника, каже Пан Бог, а не того, как отвернулся от шляхов своих и жил. Коли ж справедливо отвернется от справедливости своей, будет поступать беззаконно и робить усе агиды, які робить несправедливый, ти ж буде им жить. Вся справедливость его, якую чинил, не будет пригадана за неверность, якую проявил, и за грех, яким зграшил, за это помре йому. Вы кажете, несправедливый шлях Пана. Теперь послухай, доме Израиля, это мой шлях несправедливый, те несправедливые худшие шляхи ваши. Коли справедливый отвернется от справедливости своей и будет чинить беззаконие и помре, то за это беззаконие, якие чинил, помре. Коли грешник отвернется от греху своего, який чинил, и будет изъяснять правосудие и справедливость, и он заховает живой душу свою. И он побачил и отвернулся от усіх беззаконий своих, якие чинил, тому жить будет и не помре. Это Слово Божие. Дякую Пану. Хто ж витриває, Пане, коли грехи успомниш? Хто ж витриває, Пане, коли грехи успомниш? З глибини я кричу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос. Нехай Твої уші почують голос моїх молитв. Хто ж витриває, Пане, коли грехи успомниш? Коли Ти, Пане, будеш зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане? Але у Тебе пробачення, как боялися Тебе. Хто ж витриває, Пане, коли грехи успомниш? Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слова. Душа моя чекає Пана, бо чим варта світання. Хто ж витриває, Пане, коли грехи успомниш? Бо чим варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана. Бо Пан милосердности шотрая Його откупление, и Он откупит Израиля от всех беззаконий ягоных. Хто ж витриває, Пане, коли грехи успомниш? Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Откинься от себе все грехи ваши, каже Пан, и створите в себе новое сердце и новый дух. Хвала Тебе, Слово Божие.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Matwieja. U той час Jezus сказал своим учням: «Коли справедливость ваша не пераўзыце справедливости книжников и фарисеев, то вы не увойдете в Владарство Небесное. Вы чули, что было сказано продкам: не забивай, а кто забье, подпадая под суд. А я кажу вам, что кожный, кто гневается на брата своего, подпадая под суд. Кто ж скаже брату своему рака, подпадая под высокую раду, а кто скаже неразумный, подпадая под гиену огненную. Тому, коли ты принесешь дар свой дар верникам, и вспомнишь там, что брат твой мае нечто супроть себе, покинь там дар свой перед ахвярником, и иди спочатку помирися с братом своим, и тады приди и принеси дар свой. Мирися с противником твоим хутко, покуль ты с ним еще в дорозе, как противник не отдал тебе судьи, а судья не отдал тебе слузе, и не укинули тебе в вязницу. Соправды кажу тебе, не выйдешь оттуль, покуль не отдаси опошний грош». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие братья и сестры, сегодня углядаемся в фрагмент Евангелиста Матвея. И на початку хотел бы прочитать первое слово сегодняшнего Евангелия. «Коли справедливость ваша не пераўзыце справедливости книжников и фарисеев, то вы не увойдете в Владарство Небесное». Кожен з нас добре ведає, ким ёсць гэтыя кніжнікі і фарисеі. Яны уже давно стали правобразом этой криводушности и чинения религийных справ на показ. Сегодня Иисус Христос хочет, как мы освободились от этой поверховности, але сапраўды глянули глубей на свое жыццё, глянули у наше сердце. И как еще больше подкреслить важность этой справы, Иисус так само каже об тем, что станет результатом, когда мы не покладаем наше життя перед усім духовным. Вы не уводите в Владарство Небесное. Двери у рай будут зачинені. Можно так іншими словами сказать. Дык что ж треба в нашем житті змінити? У чым проявляется гэтая непавярхоўнасць? Сегодня Иисус Христос гэта показывает по прикладе простой заповеди, якая нам каже: не забивай. Ведаем, и часто так дзесьці гаворыцца: не забил, яких больше грахоў не маю. Можно так сказать, святы человек. Але гэта толькі павярхоўны падыход да гэтай заповеди. Треба глянуть у серце чоловіка. І Ісус додає: «Кто гневается на брата своего, подпадая под суд. Кто скаже неразумный брату своему, подпадая под гиену огненную». Тут только Ісус дає два приклади, что может дотычить этой заповеди. Гневаемся, коли один на одного. Коли так само говорим словом, може неразумне, даємо якийсь суд, але часами можемо і використовувати мацніше слово. Можемо обговорити, можемо сказати якусь пльотку, коли можемо сапраўды забити у очах інших якогось чоловіка. Але варто поглядіти, що ще є у серці. Добре ведаем гэты фрагмент са Святого Писания, коли Иисус скажет, что чинить человека нечистым.
Усё, што выходзіць з сэрца чалавечага. А адтуль можа выходзіць і зайздрасць, и гнев, и ненависть, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня Иисус Христос сапраўды хоча, каб мы сталіся чыстымі, не павярхоўна, але ў сэрцы. І для гэтага служыць гэта таксама прыклад, калі Иисус скажа: «Таму, калі ты прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар і ідзі спачатку памірыся з братам сваім». Тут паказаны шлях да ахвярніка. Гэты шлях кожны з нас сёння таксама пераадолеў, бо прыйшоў таксама на найсвяцейшую ахвяру, на Эўхарыстыю, на святую імшу. І таксама варта спытацца, чи сапраўды маю чыстае сэрца. Добра, што мы прыходзім, і для гэтага служыць нават пачатак, калі мы перапрашаем Бога за наши недасканаласці. Варта яшчэ раз задумацца, можа побач мяне ёсць блізкія асобы, можа ёсць тыя асобы, на якіх я трымаю злосць. А варта гэта ўсё пакінуць, варта даверыць гэта ўсё Пану Богу. І варта, каб мы, па прыкладу Езуса, вучыліся, каб з нашага сэрца выходзіла міласэрнасць, прабачэнне, шацунак адзін да аднаго, супакой, каб гэта ўсё было прысутнае ў сэрцы. Няхай кожны з нас падчас гэтай ахвяры, якой удзельнічае, ахвяруе Езусу ўсё сваё жыццё, усе свае справы. І няхай Езус, які прыходзіць у святой камуніі, ачысціць нашае сэрца і зробіць гэтае месца найпрыгажэйшым. Як, можна так сказаць, як у раі, каб сапраўды з яго выходзілі толькі найлепшыя рэчы. І перадусім любоў да бліжняга. Амэн. Бог першы нас полюбіў і даў свайго Сына, каб вярнуць нам жыццё. Таму з даверам узнясём да Яго нашыя супольныя просьбы. Молимся за святый костел, каб ён верно абвяшчаў людям Евангелие и закликал их до навертания. Тебе просим. Молимся за людей, которые живут в тяжкім граху, каб яны убачили выйсце, якое им пропонує Христос. Тебе просим. Молимся за семьи, у яких нема згоди и любові, каб яны были здольны до взаимного пробачения. Тебе просим. Молимся за людей, яких мы колись покрывдили, або дали им древний приклад, каб яны были здольны пробачить нам. Тебе просим. Молимся за нас, собранных каля алтаря Пана, каб мы могли выправлять учиненные іншим людям кривды. Тебе просим. Даручаем доброму Богу всі інтенції, з якими ми приходимо на гэтую найсвятейшую ахвяру. Молимся во всіх інтенціях, в яких відправляється свята імша. Просим об ласке здоровья для Папы Францишка, об ласке здоровья для арцебископа Тадеуша, об ласке здоровья для Анастасии. Просим об супокое в свете, доручаем кожного з нас. Просим об ласке навертання для кожного з нас, для тих, хто шукає ще Пана Бога, або тих, хто покинув Його. Нехай, добрий Боже, вислухай усі наші інтенції. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Учини просим Тебе, Пане, каб ми щирим серцем служили Тобі і праз гэта атрымалі ўзнагароду вечнага жыцця ў небе, праз Христа Пана нашага. Амén. 201. Дай силы
мені, Єсу, дай сили в'язі, дай мені, окунуся я у його криниці. Єсу, дай сили в'язі, дай мені, Єсу, дай сили в'язі, дай мені, окунуся я у його криниці. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я вяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме в'яву слуг Твоїх, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, ласкаво прими ахвяру, праз якую дозволяешь нам Тебе умилостивить, и с великой милосердности Твоей обновил нас ласку избавления, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, И с духом Твоим, угору сердцем, узносим до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Справді годна это и справедливо, слушна и избавленна, как мы заўсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Отче, усемогутный вечный Боже, Ты даешь нам особливый час ласки и обновления, как мы очистили наши сердце от неупорядкованных схильностей и сярод земных справов дбали найперш про вечное исполнение. Тому с анёлами и с усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на высшинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святый, криниця усялякой святости. Тому просим Тебя, освети эти дары, росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано».
Подобним чином по вечері узяв келих, знов Табе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою по небесу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых по устанию Твоего Сына, отдаем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Юзапом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзапом и обранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, якія спрадвеку подавалися Тебе, как з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, през усе веки вечная. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приистя збавца нашего Иисуса Христа. Бог Твое богатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидай вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью,
які живеш і володаєш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближньому знак супокою. Ранку Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословенне покликання на вечеру Його. Аминь. Я не варта, как ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Сила Христа. 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 Словені промовляєш про серця Сила Твої Христа. страждання забуду ніколи, Боже. Сила Христа. Скільки тобі причиняю я болю, Твою любов, большая, чим криш, большая, чим смерть, большая, чим грех, чим мой боль я прошу. Супокой меня, Сила Христа. огорни меня, не покинь меня, безумолча. Полным благодарения я крию веру. Сила Христа. Сможешь ты смыть их своёю преградою тяжко. Блудись мне вслед за тобою, дай мне вдосталь напиться любовью твоею. То любовь большая, чем крыш, большая, чем смерть, большая, чем грех, чем мой боль я прошу. Супокой меня, огорни меня, не покинь
Молимся. Пане наш Боже, няхай прийняти сакрамент нас ододить, очистить нас от минулых провинов и дасть нам удел в таямнице избавления през Христа Пана наша. Одразу после благословения на блаженство крыжового шляпу. Нехай добрий Бог допоможе нам його пройти. Нехай кожен з нас несе свої інтенції. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Тривайте у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас благодушнують по свете. Аминь. Коли ти хочеш іти за мною, виракайся самого себе, возьми свой крыш, иди за мной. Коли ты хочешь жить своем, держи, загубишь его, коли загубишь меня, сбережешь. Не люби Христа без греха, не люби крыш без Христа. Коли хочешь спасти дорогой своей, коли любишь меня и крыш, иди за мной. Простой шлях широкой дороги, один заслуги и много людей. Ёю идут. Узкий шлях тесной дороги ведет до життя, и не все находят ее. Не люби Христа без греха, не люби крыш без Христа. Коли хочешь спасти дорогой своей, коли любишь меня и крыш, иди за мной. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Отче всемогутний, у книге пророка Исаии написано: Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Сегодня про цей крижовий шлях Пана Єзуса мы хочем попросить пробачения у Тебе, Пане Єзу, за шматликие грехи наши, за грехи наших детей, наших родных и близких, за грехи нашей Отчины. Який за нас терпів одрага,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Jezus осужден на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Езу, просим Тебе, я предал хребет мой бичующим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и плеваний. Езу, просим Тебе, прости справедливое осуджение, якое Ты принял, даруй нам. Кожное наше несправедливое осуджение про человека. Кожный камень, кинутый у інших людей. Кожное рашение, принятое нами только для того, как сподобаться большости. Кожное слово, сказанное нами у гневе нашим детям. Кожный учинок, здійснений нами насуперек голосу сумління. Злітуйся, Пане, над народом Твоим. Який за нас терпів Авраам. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze ciężar krzyża. Kłaniaемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не укатит. Езу, просим Тебе, про Твое покорное принятие крыжа, даруй нам. Кожную нашу спробу кинуть свой крыж, кожное непонимание наших детей, коли они что-то робят не так, замест того, как им допомогчи. Кожное наракание на свой лёс, кожне зайздросний погляд на чоловіка, який чується щасливим. Кожне порівняння себе з іншими людьми, кожне наше «за що» замість «дякую». Змилуйся над нами, Сине Давида. Який за нас терпів Авраам. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja третя. Jezus падає перший раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Езу, просим Тебе, про Твое першее падение даруй нам, кожное сумнение у Божьей справедливости, кожную спробу обысти Божие заповеди, кожную думку об тым, что мое зло нікого не датычыцца. Кожны выпадак, калі мы не выкарысталі магчымасць дапамогі нашим дзецям у складаны для іх час. Злітуйся, Пане, над народом Твоим.
Jaki za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 4. Jezus сустракае свою маці. Кланяемся Табе, Пане Jezu Chryste. Образ крыши Богу свою, света купил ты. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Езу, просим Тебе, охвярную любовь Твоей Матери, даруй нам. Недоход доверию и поваги до Мати Божией. Одинокую старость людей, яких покинули их дети, их близкие. Наши отговорные сухие молитвы, у яких мы чуем только самих себе. Кожную материнскую слезу, пролитую наших детей, отходу наших детей от Бога. Смилуйся над нами, сыне Давида. Jaki za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 5. Симон Киранеец, да помогай Иисусу нести крыш. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Образ крыши Богу свою, света купил ты. Виходячи, ями зустріли одного киринейця по імені Симон, якого примусили нести його на криш. Єзу, просим Тебе, про Твои неподдельные покупы даруй нам, нашу обыятливость до беды ближних, перекладывание своих обовязков на інших, обыятливость до потребу парафії і костьола, звальвание своей вины за грехи надрывно уплыл на наших детей другими людьми и обставинами. Нашу духовную ляноту и нежелание отказаться от того, что отдаляет нас и наших детей от Бога. Отсутность и слабость того, до чего нельзя примусить, веры, надеи, любові. Злідуйся, Пане, над народом Твоим. Який за нас церпів од рана. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стація 6. Святая Вероніка витирає найсвятейше обличчя Христа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Образ крыши Богу свою, света купил ты. Милосердием и правдою очищается грех. Езу, просим Тебе, про свою милосердность даруй нам. Страх податься смешанными и неразумными за верой, завес такого, как быть светлыми верой и прикладом для наших детей. Кожне недобре слово про святаров і людей, які присвятили себе Богу. Кожний випадок, коли праз нас нехто одійшов від Бога. Кожну спокусу, яка прийшла праз нас.
змилуйся над нами, Сыне Давида. Який за нас терпів рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 7. Єсус падає другий раз під тяжаром крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Езу, просим Тебя про Твое другое падение, даруй нам кожний зламаний шлюб, кожний розвод і всіляке жадання його насуперек сакраменту шлюбу, кожне несакраментальне сужительство наших дітей, кожну невиконану постанову, даденую Богу і перед Ним, кожний подман, великий чи малий, кожну здраду і кожне пустое обіцяння. Злітуйся, Пане, над народом Твоим. Який за нас терпів рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 8. Єсус сутішає плачучих жінчин. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Ішло за ім великое мноство людей і жанчын, якія плакали і гласили во ім. А Езус обернулся до их и сказал: «Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, але плачьте по себе и по детях ваших. Бо вось надыходят дни, коли скажете: счастливые бесплодные и улонні, якія не родили, и груди, якія не кормили. Тады пачнуць казаць горам: упадите на нас, и по горкам накрыйте нас. Бо калі гэта робяць з зялёным дрэвам, то што будзе з сухім? Езу, просім Цябе, праз Твой крывавы пот даруй нам пустоту касцёльных лавак, на якіх павінны сядзець нашыя дзеці. Што нашы сем'і не сталі для нашых дзяцей першымі касцёламі. Што мы не былі для наших дзяцей катэхетамі і настаўнікамі веры. Што наше захаванне не стало для наших дзяцей прыкладам сапраўднага хрысціянскага жыцця. Што нашы ўласныя грахі сталі падставай не для пакаяння, а для жалю да сябе. Што мы укралі ў сваіх дзяцей дадзеную нам Богу любоў, якую павінны былі акружыць. Злітуйся над нами, Сыне Давида. Який за нас терпів рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 9. Єсус падає третій раз. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою,
свет откупил. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как луну убелю. Езу, просим Тебе, раз Твое третье падение даруй нам. Упарта нежадання пробачать спричинене нам кривди, імкнення вирішати усі питання з допомогою криків, насилля, гвалту по відносинах до наших дітей. Усі випадки, коли Бог для нас був не одиною, а тільки опошній надією у відносинах з нашими дітьми. Коли для нас было важным не тое, как сподобаться Богу, а тое, как нас похвалили люди. Коли наша пыха примушала нас диктовать Богу, что Он повинен для нас робить, и вклеиться на Его, коли Он не выполнил наших просьб. Злитуйся, Пане, над народом Твоим. Який за нас терпів Авраам. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 10. З Єзусом здирається тінь. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Езу, просим Тебе, про свою боль и принижение даруй нам. Коли мы раздевали Тебе, разносячи чужие таямницы, коли мы зрывали с Тебе оденье, поливаючи грязью інших людей, коли мы делили Твою вопратку, судячи об тым, чий грех меньше и больше, и оправдываючи себе у относин с нашими детьми тым, что не мы першие почали сварку. Коли мы насмехались над Тобою, погаджаючими теми, кто не умеет хитрить и подманывать, и в своем простодушии открывая для всех свое сердце. Змилуйся над нами, Сыне Давида. Який за нас терпів Авраам. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 11. Єсус прибитий до крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Езу, просим Тебе, раз Твои раны даруй нам. Коли мы убивали цехи у Твое тело своим непоразумением, гневом, злостью и ненавистью по относинам до наших детей. Коли мы не давали Тебе дыхать нашими распустными думками и учинками. Коли наши дети трутили Тебе про свое пьянство и наркотики. Коли мы кормили Тебе желчью нашей хтивости и мкнения до богатия любой ценой. Коли мы поили Тебе вот это
нашей прагі помсти і криві наших сапраўдных ці уяўных крыўдзіцеляў. Злітуйся, Пане, над народом Твоим. Який за нас терпів од рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 12. Єсус помирає на крижі. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил. Было уже каля 6 гадзіны, і цемра настала па ўсёй зямлі, аж да гадзіны 9. Сонца зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне. А Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у рукі Твае аддаю дух мой». І сказаўшы гэта, сканаў. Езу, просім Цябе праз Тваю смерць на крыжы, даруй нам, калі мы думалі, што Ты пакінуў нас. Калі мы лічылі, што гэта Ты, а не нашы грахі, прычына войнаў, катаклізмаў, цярпенняў і несправядлівасці ў свеце. Калі мы не наталілі Тваю славу нашай любоўю, спагадай і міласэрнасцю да нашых дзяцей. Калі мы жадалі раздзялення, а не еднасці. Калі мы шукалі сваёй велічы ў адносінах да нашых дзяцей, а не паразумення з імі. Калі, парушаючы Божыя запаведзі, мы баяліся пакрыўдзіць чалавека, але не баяліся абразіць Бога. Змілуйся над намі, Сыне Давіда. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в искусу, але избав нас от злого. Який за нас терпів од рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 13. Єзуса здимають з крижа і віддають у руки діти. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Стояли ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сестра маці ягонай Марыя Клеопова і Марыя Магдалена. Езу, просим Тебе праз цярпенне Твоей маці, даруй нам, што мы не паслужылі людзям тымі здольнасцямі, якія Ты нам даў, што мы былі дрэннымі дзецьмі, мужамі, жонкамі, бацькамі. Што мы манкіравалі сваімі працоўнымі абавязкамі, жульнічалі і ашуквалі. Што мы не выканалі тых заданняў, дзеля якіх Ты паставіў нас, паслаў нас на зямлю. Што мы не прыкладалі намаганняў для таго, каб стаць лепшым і быць прыкладам для нашых дзяцей. Што мы значна часцей пыталі, а чаму я? А чаму не я? Злітуйся, Пане, над народом Твоим.
який за нас терпів од рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 14. Єсус покладений в могилу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил ты. Ему назначили гроб со злодеями, и он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Езу, просим Тебе, раскрой Твою святую, даруй нам. Коли мы перетвораем наше сердце, где нам зручно жить без Бога, у гробницы, коли мы разом с нашими детьми не можем знайти месяца и часу, как побыть с Тобой сам насом на молитве, коли мы не хотим намастить Твои раны подчас адорации, коли мы думаем, что зло может перемагчи, зло можно перемагчи злому, коли мы упарто не згажаемся с тым, что кожна наша недобрая думка, кожна наша гневное слово, кожный наш грех отдаляет нас в отношениях с нашими детьми. Смилуйся над нами, Сыне Давида. Який за нас терпів од рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Який за нас терпів од рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Який за нас терпів од рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Отче всемогутний, у книзе пророка Даниила написано: Пане, сором у нас на обличьях наших, у королев наших, проводыров наших, отцов наших, бо мы сгрешили перед Тобою, а у Пана Бога нашего милосердность и пробачение. Стоячи перед Тобой, Боже, в соромі от грехов наших и переживаючи кружовую отвягу Твоего Сына, а нашего Пана Иисуса Христа, раз ягоны крыши, ягоное терпение, мы со скрухой и болем молим Тебе о пробачении и милосердности для нас, наших детей, наших родных, наших близких, для всей нашей країни. Как отрываться от поста, помолимся в интенциях Отца Святого Францишка. Отче наш, который есть в мире, святится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искусство, а избавь нас от злого. Витай, Мария, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справедливу теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. дякую нашій суполці, Матці в молитві, за проведення метакружового шляху. Дякую вам, як я часом матушки називаю. Дякую вам. Захочу, хто би хотів, так само можна долучитися
Кожну четвер після Святої Міші відбувається молитва. Треба за нас, дітей, молитися. Поэтому дякую ще раз вам за цю молитву. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякую Пану Богу. 184. О, Єзу наш, святі нам утєми, вирятуй наші душі от грехов. О, Єзу наш, святі нам утєми, серце прагнуть любові Твоєї. О, Єзу наш, святі нам утєми, вирятуй наші душі от грехов. О, Єзу наш, святі нам утєми, серце прагнуть любові Твоєї. Нехай буде похвалено Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похваленный. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похваленный. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса